Матч прайшоў у рамках экстралігі чэмпіяната Беларусі. Маладзечанцы закінулі раней. Вызначыўся Александр Сувораў. У першым перыядзе шайба паляцела ў вароты суперніка на 8 хвіліне і 35 секундзе. А вось на 17 хвіліне ініцыятыву ўзялі ў свае рукі госці. Забітым голам до конца перыяду лік быў зраўняны. Интересная игра такая, с Молодечной всегда игры очень интересные, сильный соперник хороший. Вот упорная борьба. Нам нужны только 3 очка. Нам нужна победа в основное время. Другой результат нас не устраивает. А потому что у нас осталось 2 игры. Вот, если мы хоть одно очко теряем, то у нас шансы на первое место теряются. На трибунах аматары хоккея. Падтрымаць зуброў прыйшлі як гаражане, так і прадстаўнікі фанацкага сектару. Апошніх больш за паўсотню. Дарэчы, гэты матч стаў першым для маладзечанскага моладзевага грамадскага аб'яднання Ліга сяброў, якое было спецыяльна створана для падтрымкі бела-сініх. На домашних играх нашей хоккейной команды «Динамо Молодечно» всегда будет присутствовать наша организация, поддерживать ее непосредственно на игре. Победы, поражения. Мы никогда не расстраиваемся, мы никогда не вешаем нос, потому что наши ребята самые лучшие. Надеемся, что будут оценивать наше внимание, в том числе будем готовить всякие розыгрыши, культурную программу, чтобы любой, который придет в Ледовый дворец, ощутил себя здесь на большом-большом празднике и спорта, и культуры, и здорового образа жизни. Команду мы поддерживаем каждый раз. Начал я ходить год назад где-то, мне это очень понравилось. И я решил, сделать фан-сектор, который все время будет поддерживать в любой ситуации и в любое время. Мы приходим сюда, чтобы покричать, поддержать команду, потому что мы даже у хоккеистов спрашивали, и они всегда были за то, чтобы мы их поддержали, им дается больше энергии. У другім перыядзе «Дынамо Молодечно» агульнымі намаганнямі ствараюць некалькі небяспечных момантаў каля варот праціўніка, але на табло гэта ніяк не паўплывала. Пасля сканчэння перыяду лік маладзечанцаў не задаволіў. Нет, счет нас не устраивает. В принципе, содержание игры неплохое, но где-то не хватает нам немного в концовке хорошего завершающего броска. Но впереди еще 20 минут, поэтому я думаю, что мы сможем исправить ситуацию. Победа для спортсмена – это главное, что может быть вообще в спорте. Вот к этому мы и стремимся, в каждом матче побеждать. И помимо этого у нас это добавит нам очков в нашу копилку, поэтому для этого мы здесь, для этого мы сражаемся. С пачаткам трэцяга перыяду хуткасці на лядовай арэне палаца павялічваюцца. Гарнякі закінулі 3 шайбы запар і спакойна давялі справу да ўпэўненай перамогі. Самымі актыўнымі ў складзе гасцей сталі абаронца Багалейша і форварды Рэмізаў Скрыкуненка. Маладзечанцы зрабілі некалькі адчайных спробаў перавярнуць ход гульні. Эта трибуна нас захватила, эта атмосфера, эта энергетика. Наша команда, когда ты видишь, как они дают полностью себя, стараются порадовать и болельщиков и двигаться вперед, несмотря ни на что, это просто не оставляет равнодушным. Мы очень любим хоккей, приходим с дочкой уже 2 года. Не пропускаем ни одной игры, ездим с ребятами на выезды, но это эмоции, это совершенно другая атмосфера, поэтому любите хоккей, приходите, и вы однозначно не останетесь равнодушными и не пожалеете. 1-5 – такі вынік сустрэчы. Для «Шахтёра» перамогу над маладзечанцамі шанец на першае месца ў рэгулярным чэмпіянаце. А гэта, у сваю чаргу, магчымасць пачынаць плэй-оф дома ў кожнай серыі. Наступны матч для салігарчан будзе самым важным у сталіцы. Яны згуляюць з юнацтвам за першае месца. А маладзечанцы 22 лютага пазмагаюцца за перамогу ў гасцях Гомеля. Гульня для іх стане апошняй за сезон 2020-2021 года. Алесь Ушаков, Алексей Андреевский, МКТБ.